Тамыр зажигает таланты. Гора новостей на самом популярном детском песенном телеконкурсе Башкортостана «Сулпылар». В этом году он проходит уже в 28-й раз. 13 участников из разных районов республики приехали в главную студию, чтобы создать 31 декабря всем телезрителям поистине праздничное настроение. Это мой первый телевизионный конкурс. Я очень рад, что занял первое место. Хочу сказать спасибо огромное конкурсу «Сулпылар», своим родителям за то, что привезли меня из Челябинской области. Специально для гала-концерта каждый из участников записывает свою авторскую песню. Многолетняя практика показывает, что многие из этих ребят вдохновятся таким телевизионным опытом и в будущем станут знаменитыми в республике артистами. Я поверила в себя и решила поучаствовать в этом телевизионном конкурсе «Сулпылар». Я хочу сказать очень большое спасибо своим родителям, педагогу, который меня учил петь эту песню, научил меня так петь, и всем своим близким, которые поддерживали меня и всегда говорили, что у тебя все получится. А еще эти съемки важны для каждого участника, потому что жюри выберет только лучшего. Тот, кто помимо аплодисментов почувствует еще вкус победы. Чтобы создать такое масштабное шоу, задействован огромный штат специалистов. Но главный на съемочной площадке – это кто? Правильно, режиссер. «Сулпылар» в этом году прошел на высочайшем уровне, мы этому очень рады, потому что мы, наша команда телеканала «Тамыр» считаем и уверены, что проект «Сулпылар» это очень важный для нашей республики, для будущего нашей башкирской эстрады. Каждый год проект «Сулпылар» мы хотим сделать каким-то особенным, и в этом году мы взяли тему сохранения башкирского языка, и я думаю, что мы добились успеха в этой области. Конкурс проходит в 3 этапа. Онлайн. Тогда участники присылают свои демо-записи организаторам проекта. Затем отборочный тур. Еженедельно вы следите за ним в эфире главного телеканала республики. Финал вы тоже увидите совсем скоро по старой доброй традиции 31 декабря. И тогда узнаете, кто же стал победителем. Татьяна Никитина, Эдуард Гайнанов специально для Горы новостей.